Три первозданные жизненные силы существуют на этой планете. Природа, животные и человечество. Мы все земляне. Осознайте связь. Земляне. Только подумайте, через что пришлось пройти, чтобы снять и выпустить такой фильм. Очень трудно отснять подобный материал. Нам потребовались на это годы работы. Иногда это было даже опасно. В конечном итоге, 2/3 этого фильма снято украдкой при помощи скрытых камер. Иначе этого фильма бы не было. Суть фильма — бросить пристальный взгляд на темную сторону исследуемой темы. На все стороны, раскрытые в фильме. Это 5 областей: домашние питомцы, пища, производство одежды, развлечения и научные опыты. Дистрибьюторы говорили, что у такого фильма не будет аудитории. Он никогда не сможет выйти в свет, сколько бы мы ни старались. Поэтому мы решили заявить о себе через интернет. И, конечно, фильм нельзя запустить в существующие сети продаж, потому что рекламным агентствам необходимо разрешение фармацевтических индустрий. Однако все они используют животных. Это их продукт. Поэтому нет никакой возможности продвинуть фильм подобным образом. Затем мы участвовали в кинематографических фестивалях, хотя мне порекомендовали этого не делать, в Академии кинематографических искусств и наук. Это достаточно дорогой процесс, потому что, несмотря на документальность, фильм должен быть показан в кинотеатрах в нескольких городах разных штатов страны. Но благодаря показу фильма в кинотеатрах Лэмли мы выполнили необходимую квалификацию для участия в номинации Академии. Однако фильм не был номинирован. И, как нам позже сказали внутренние источники, Академия номинирует только те документальные фильмы, которые продаются через дистрибьюторов или показываются по телевидению. А земляне? Земляне не соответствуют этим критериям.
Затем возникла еще одна проблема, скорее всего, по заявлению Академии. Вышел законопроект, который назывался антитеррористическим законом о животноводстве. Он был подписан в Белом доме Сенатом. Президент Буш тоже подписал его. Теперь в дело вмешался закон. Иными словами, мы стали беззащитны. В этом документе было сказано: если протесты, потребительские бойкоты, выступления или даже мини-кампании, иными словами, фильм вроде нашего, повлекут убытки животноводческих предприятий, тогда активисты протеста или даже производители фильма могут быть заключены в тюрьму. Это перекликается с началом фильма, в котором я раскрыл 3 этапа правды. Это насмешка, бурное противоборство и затем принятие. Так что давайте назовем антитеррористический закон о животноводстве частью этапа противоборства. Речь идет о первом, откровенном фильме в данной области. Они фактически использовали слово «терроризм». Но в дополнение к этому добавилось сопротивление зрителей. Они не хотели видеть это, не хотели даже слышать об этом. Поэтому вы можете представить, как сложно было сподвигнуть зрителей рассмотреть данный вопрос. Меня несколько раз спрашивали: «Шон, какая у вас маркетинговая стратегия?» И я мог лишь ответить: вы. Надежда на то, что у вас будет открытый разум. Только так. Это и есть наша маркетинговая стратегия. Самая большая трудность, с которой я столкнулся после создания фильма «Земляне», как сподвигнуть людей посмотреть его. Ведь «Земляне» — это документальный фильм, который рассматривает очень деликатную тему — права животных или спрос на животных. И даже несмотря на то, что фильм был озвучен Фениксом, а Моби обеспечил музыкальное сопровождение, когда дистрибьюторы увидели фильм, они сказали: «Вы не можете показывать это людям. Фильм слишком шокирующий. Мы не должны возмущать зрителей». Помню, как я подумал. Но это вовсе не было моим намерением. Я хотел совершенно обратного — вдохновить зрителей. Ведь это вопрос, который затрагивает не только эксплуатацию животных и разрушающее влияние на окружающую среду, но также фатальные последствия всего этого для человечества. Поэтому я считаю, что эта тема также важна, как и любая другая глобальная проблема, которая влияет сейчас на нас и нашу планету. Этот фильм призван распространить данную идею в обществе. Я просил зрителей не закрывать на это глаза. Дистрибьюторы сказали мне: «Но ты не мог бы вырезать или как-то обойти некоторые слишком тяжелые моменты картины». И снова я подумал: это документальный фильм, а не художественный. Я не хочу ходить вокруг да около. Чем более неприятные аспекты правды будут показаны, тем лучше. Как документалист, я могу сказать, что единственный способ для кого-либо из нас узнать, что же действительно творится в данной индустрии,
это увидеть все своими глазами. Нам бы хотелось, чтобы у зрителей хватило мужества посмотреть фильмы, подобные этому. И нам определенно нужны дистрибьюторы, которые будут их показывать. Пожалуйста, посмотрите фильм от начала и до конца. Так как все мы населяем Землю, каждый из нас считается землянином. В термине «землянин» нет никакой дискриминации по полу, расе или видовой принадлежности. Он охватывает всех и каждого из нас. Теплокровного или хладнокровного, млекопитающего, позвоночного или беспозвоночного, птиц, рептилий, земноводных, рыб и человекоподобных. Люди, следовательно, не единственные земляне на этой планете. Мы разделяем этот мир с миллионами других живых существ и развиваемся здесь все вместе. Однако только человеческие существа пытаются занимать господствующее положение на Земле, часто относясь к другим землянам и живым созданиям, как к неодушевленным предметам. Вот что такое дискриминация видов. По аналогии с расизмом и дискриминацией по полу, термин «дискриминация видов» обозначает предубеждение или предвзятое отношение в пользу интересов собственного вида за счет ущемления интересов других видов. Если существо страдает, не может быть никаких моральных оправданий, чтобы отказываться обращать внимание на его страдания. Независимо от вида живого существа, принцип равенства требует, чтобы страдания одного существа рассматривались точно так же, как подобные страдания любого другого. Расисты, нарушая данный принцип, наделяют большей значимостью представителей собственной расы в тех случаях, когда их интересы вступают в конфликт с интересами представителей другой расы. Противники равенства полов, нарушая данный принцип, признают интересы только своего пола. Точно так же люди считают незначительными интересы других биологических видов по сравнению с личными интересами. В каждом из примеров много общего. Хотя среди представителей человека разумного мы придерживаемся основных принципов морали, например, что каждый человек — кто-то, а не что-то.
Нравственно неприемлемые отношения все же имеют место, когда люди, обладающие властью, рассматривают всех более слабых лишь как неодушевленные предметы. Насильник так относится к жертве насилия. Растлитель малолетних к ребенку, которому он досаждает. Хозяин к рабу. Во всех этих и других подобных случаях люди, наделенные властью, эксплуатируют более слабых. Можно ли в этом же духе сказать о том, как люди относятся к животным и другим обитателям Земли? Несомненно, существенные различия между людьми и животными проявляются во многих аспектах. Но на вопрос сходства и различия необходимо посмотреть под другим углом. Очевидно, что животные не обладают желаниями и стремлениями, которыми наделен человек. Допустим, что животным не дано постичь всего того, что способен постичь человек. Но несмотря на это, и мы, и они имеем схожие желания и воспринимаем некоторые вещи одинаково. Чувство голода и жажды, стремление к безопасности, забота о сородичах, желание иметь свободу и избегать боли. Эти чувства идентичны и у животных, и у человека. Сравнивая людей и животных, мы убеждаемся, что они, как и мы, изучают и воспринимают мир, в котором живут. Иначе они не сумели бы выжить. Следовательно, несмотря на многие различия, есть и сходство. Как и мы, эти животные олицетворяют в себе тайну и чудо сознания. Как и мы, они не только находятся в этом мире, но и осознают себя и других в нем. Как и мы, они являются духовными центрами собственной уникальной жизни. В этих фундаментальных отношениях люди стоят в одном ряду, если так можно выразиться, с хрюшками и коровами, цыплятами и индюшками. Что эти животные получают от нас? Как с нравственной точки зрения мы должны относиться к ним? Ответы на эти вопросы могут появиться только после признания нами духовного родства со всеми живыми существами. В этом фильме показывается, как люди используют животных 5 различными способами. Дабы забыть, мы не смогли. Лауреат Нобелевской премии Исаак Башуэт-Зингер написал в своем популярном романе «Враги. История любви» следующее. Всякий раз, когда Герман становился свидетелем убийства животных и рыбы, у него появлялась одна и та же мысль. В своем поведении по отношению к творениям Божьим все люди – нацисты. Самодовольство, с которым человек мог делать с другими видами то, что ему нравится, выглядело как иллюстрация самых крайних российских теорий, в которых утверждалось, что кто сильнее, тот и прав. Сравнение с Холокостом является намеренным и очевидным. Одна группа живых существ страдает от рук другой. Хотя находятся люди, которые возражают, что страдания животных не могут сравниться со страданиями евреев или рабов, которые имели место в прошлом, тем не менее, здесь можно провести параллель. К тому же, для заключенных и жертв этого массового убийства, Холокост далек до завершения. В своей книге «Дом на краю» автор Генри Бестон написал: «Мы нуждаемся в другом, более мудром и, возможно, более мистическом понимании животных. Потерявший контакт с природой, выживающий с помощью хитроумных изобретений, цивилизованный человек оценивает другие живые создания сквозь призму собственного мировоззрения и видит таким образом значительно искаженную картину. Мы относимся к ним свысока из-за их неполноценности, из-за их трагической судьбы родиться в более низшей жизненной форме по сравнению с нашей. И здесь мы допускаем ошибку, огромную ошибку. Потому что роль животных не должна оцениваться человеком. В мире более древнем и совершенном, чем наш человеческий, их движения намного гармоничнее и полнее.
Они одарены такой степенью утонченности чувств, которые мы потеряли или даже никогда не имели. Они живут голосами, которые мы никогда не услышим. Они нам не братья. Они не подчиненные. Они другие нации, пойманные вместе с нами в сеть времени и жизненных обстоятельств. Мы — братство пленников, красоты и тягот земли. Для большинства из нас отношения с животными подразумевают обладание одним или несколькими домашними питомцами. Но откуда появились наши домашние животные? Конечно, прежде всего, животные служат людям в качестве компаньонов. Для домашних животных все начинается с селекционера. Однако не все селекционеры являются профессионалами. Фактически, в этой деятельности любой желающий может стать селекционером. В зоомагазины большинство животных попадают из питомников, даже если об этом, возможно, и не знают. Питомники — это низкобюджетные коммерческие предприятия, которые выращивают собак для продажи в зоомагазины. На заднем дворе этих предприятий животные зачастую содержатся в грязи, в тесноте, без ветеринарной помощи или возможности общаться с миром. У собак, прошедших через питомники, часто возникают физические и психологические проблемы в процессе роста. Бездомных животных, если повезет, поместят в загон или приют, где они могут только надеяться снова обрести дом. Каждый год приблизительно 25 миллионов животных становятся бездомными. Среди бездомных собак встречаются целых 27% породистых. Из этих 25 миллионов бездомных животных, в среднем 9 миллионов умирают на улицах от болезней, голода, травм, ранений или других опасностей жизни на улице. Многих бездомных животных выбросили на улицу их собственные хозяева. Оставшиеся 16 миллионов умирают в загонах или приютах. Из-за нехватки места их вынуждены убивать. Апофеозом всего этого является то, что почти 50% из этих животных сданы в приют их собственными хозяевами. Многие люди избегают посещения приютов, потому что это действует на них угнетающе. Но причина, по которой животные переполняют эти наводящие тоску места в том, что люди отказываются стерилизовать своих домашних животных. Некоторые владельцы животных чувствуют, что стерилизация домашнего животного в том или ином смысле кастрирует самого владельца. Или они хотят, чтобы их дети когда-нибудь увидели, так сказать, чудо рождения жизни. В любом случае, такие владельцы бессознательно принимают участие в эвтаназии более чем 60 тысяч животных в день. Эвтаназия, в целом определяемая как безболезненное убийство и сострадание, обычно производится инъекцией в ногу собакам и иногда в живот кошкам.
Это быстрая и безболезненная процедура для животных, и, безусловно, самая гуманная. Но не всегда самое доступное посредством. Из-за возросшего числа эвтаназий в приютах и роста потребностей в препаратах, таких как этосол, некоторые приюты с ограниченным бюджетом вынуждены использовать газовые камеры. В газовой камере животные набиты очень плотно, и чтобы их убить, может потребоваться 20 минут. Этот способ, безусловно, менее гуманный, более травмирующий и болезненный. Но процедура менее затратная по деньгам. Возможно, один из самых сложных вопросов, который мы должны задать себе относительно животных. Можем ли мы держать животных, учитывая их потребности? Содержим ли мы животных, учитывая их интересы, или мы эксплуатируем их? Ответы на эти вопросы, возможно, зависят от заботливости хозяев и их способности обеспечивать подходящие условия для своих питомцев. Большинство людей безразличны к страданиям животных. В этом фильме показывается, как обычные человеческие существа, не несколько исключительно жестоких или бессердечных людей, но подавляющее их большинство, принимают активное участие, соглашаясь и позволяя использовать технологии в оплате тех методов, которые нарушают жизненно важные потребности других видов, чтобы содействовать самым обыденным интересам своего вида. Для животных единственная надежда на будущее – это найти себе место в человеческой культуре, которая только учится быть чувствительной к тому, что происходит за ее рамками. Мы должны научиться состраданию. Мы должны научиться, глядя в глаза животным, чувствовать, что их жизнь имеет ценность, потому что они живые. То, что происходит на скотобойнях, отображает собой лишь вариацию на тему эксплуатации слабого сильным. Более 10 тысяч раз каждую минуту и 6 миллиардов раз каждый год в одних только США жизнь буквально отбирается у так называемых пищевых животных. Обладая огромной властью, люди решают, когда эти животные умрут, и где они умрут, и как они умрут. Интересы этих животных вообще не играют роли в определении их судьбы. Убийство животного само по себе удручающее явление. Наверное, если бы нам самим приходилось убивать животных для еды, мы все уже давно стали бы вегетарианцами.
Конечно, лишь очень немногим доводилось побывать на скотобойне, и фильмы о работе скотобойни не популярны по телевидению. Возможно, люди надеются, что мясо, которое они покупают, добыто от животного, которое умерло без боли. Но на самом деле они ничего не хотят об этом знать. Однако, так или иначе, те, кто своими покупками способствуют, чтобы животных убивали, не имеют права отгораживаться от того или иного аспекта производства мяса, которое они покупают. Так откуда же берется наша еда? Для тех из нас, кто придерживается мясной диеты, эти несчастные животные проходят через следующие этапы. На всех животных под говядину ставится клеймо. В данном случае на морде. Дальше идет удаление рогов. Анестезия при этом не применяется, лишь пара больших клещей. При перевозке животных так тесно запихивают в грузовики, что они фактически лежат друг на друге. Жара, холод, усталость, травмы и тяжелые для здоровья условия убивают некоторых из этих животных еще по дороге к скотобойням. Дойных коров держат привязанными цепями к их стойлам весь день без какого-либо движения. Чтобы увеличить надои, применяются пестициды и антибиотики. В конечном счете, дойные коровы, например, как эта, погибают от истощения. Обычно коровы могут жить целых 20 лет. Но дойные коровы, как правило, умирают за 4. В этом случае их мясо используют для ресторанов быстрого питания. На этой скотобойне заклейменный и с удаленными рогами скот помещен в стойло. Специальный пистолет с болтом, созданный, чтобы вводить животных в бессознательное состояние без причинения боли. Запускает стальной болт, приводимый в действие сжатым воздухом или холостым патроном, прямо в мозг животного. Используются различные методы резни. Например, на данном массачусетском предприятии рогатый скот подвешивают и перерезают ему горло. Наряду с мясом также используется и их кровь. Хотя голова животного пробита стальным болтом, который, как предполагается, сделал его нечувствительным, вы можете видеть, что животное все еще остается в сознании. Это не редкость. Иногда они все еще живы даже после того, как их обескровили, и они находятся на пути к разделочному конвейеру. Это крупнейший завод по производству кошерного мяса «Глад» в Соединенных Штатах. «Глад» — еврейское слово, которое можно перевести как «гладкий», означает самый высокий стандарт чистоты.
Правила кошерного забоя скота требуют соблюдения минимального уровня страдания. Применение электрических игл к скованным животным является нарушением. Переворачивание напуганных животных для удобства работников скотобойни также является нарушением. Переворот заставляет скот вдыхать и глотать кровь при дыхании, после перерезания горла. Распарывание трахеи пищевода в их горле – еще одно вопиющее нарушение, так как до кошерного животного нельзя дотрагиваться, пока не прекратится кровотечение. Умирающих, но борющихся быков с торчащими трахеями и пищеводами сваливают по металлическим скатам на пропитанные кровью полы. Это так называемое священное задание не является ни чистым, ни сострадательным. Сковывание и подъем лебедкой является еще одним нарушением, которое не соответствует кошерному способу обращения с животными. Если это и есть кошерный способ, то смерть не была ни быстрой, ни милосердной. Телят, отнятых у матерей в течение 2 дней после рождения, привязывают за шею и держат в узком помещении, чтобы их мышцы не развивались. Они содержатся на жидкой диете, бедной железом, лишенной места для отдыха, воды и света. В итоге, после 4 месяцев этого несчастного существования, их убивают. Свиноматки на фермах – это машины для размножения, которых держат непрерывно беременными средствами искусственного оплодотворения. Каждая крупная фабрика свиной промышленности производит, как они любят это называть, между 50 и 600 тысяч свиней в год. Купирование хвоста – способ, который применяют из-за нехватки места и напряженных условий жизни, чтобы избежать откусывания свиньями хвостов друг у друга. Это делается без обезболивания. Купирование ушей – аналогичная процедура, тоже производится без обезболивания. Так же, как и вырывание зубов.
Кастрация также производится без болеутоляющих или анестезирующих средств и, как предполагается, увеличивает производство более жирного мяса. Электрические шилы используются по простой причине – удобство. Убийство электрическим током, как показано здесь, еще один метод убоя. Однако перерезание горла все еще самый дешевый способ убийства животного. После перерезания ножом свиней подвешивают на рельсы для обескровливания. Затем их погружают в резервуары для ошпаривания, чтобы удалить щетину. Многие все еще бьются, когда их опускают вверх тормашками в резервуары с кипящей водой, но их погружают и топят. Что касается домашней птицы, американцы в настоящее время каждый день потребляют курятины больше, чем за весь 1930 год. Крупнейшие в мире бройлерные компании в наше время убивают более 8,5 миллионов птиц каждую неделю. Обрезание клюва сокращает выклевывание перьев и поедание своих собратьев среди цыплят, находящихся в депрессивном состоянии, вызванном переполнением там, где не получается установить общественный порядок. В наше время данная процедура производится с только что вылупившимися птенцами. Ее проходит приблизительно 15 птиц в минуту. Такая поспешность означает, что температура и острота лезвия колеблется, приводя к очень небрежному обрезанию клюва и серьезным ранам у птиц. Что касается условий их жизни, то в одном помещении могут содержаться от 60 до 90 тысяч птиц. Страдания этих птиц неумолимы. Но такова данность их жизни. Хотя клювы у них обрезаны, они пытаются клевать друг друга. Что касается куриц, то они живут в многоярусных клетках, называемых на местном жаргоне батарейными клетками. У многих выпадают перья и развиваются язвы в результате попыток освободиться из проволочных клеток.
Давка мешает им расправить крылья, и курица не может сделать даже минимальные инстинктивные движения. Во время перевозки все птицы подвергаются страданиям, и многие умирают. Они задыхаются в переполненной, ужасно загруженной клетке, когда другие птицы наваливаются на них сверху. Цыплят и индюков убивают различными способами. Некоторых забивают до смерти, другим отрезают голову. Но большинство проходит через разделочный конвейер птицефермы. Их подвешивают вверх тормашками на ленточном конвейере и перерезают им горло, после чего оставляют истекать кровью до наступления смерти. Других могут разместить головой вперед в трубу, чтобы ограничить их движение, в то время как они медленно кровоточат до смерти. Если бы у скотобоин были стеклянные стены, то кто не стал бы вегетарианцем? Но у скотобоин нет стеклянных стен. Архитектура скотобоина рационально ужасна. Ее цели, среди прочего, включают сокрытие от наших глаз всего происходящего внутри, даже если бы мы захотели на это посмотреть. Да и кто хочет смотреть? Эмерсон сказал более 100 лет назад: «Вы только что пообедали, и как бы тщательно ни была сокрыта скотобойня, любезно находящаяся в километрах от вас, вы — соучастник». Тем, кто полагает, что есть морепродукты полезнее, чем наземных животных, стоит подумать о том, сколько ужасных отходов и зараженных осадков свалено в наши океаны. В прошлом нефтяная, ядерная и химическая отрасли промышленности сделали крайне мало для защиты морской среды, и сваливать загрязнения на или под морское дно всегда считалось подходящим способом, чтобы избавляться от причиняющих беспокойство отходов. В настоящее время коммерческое рыболовство ухудшает эту ситуацию в огромных масштабах. Они используют широкие траулеры-фабрики размером с футбольное поле, снабженные новейшим электронным оборудованием, помогающим отследить и поймать рыбу. Огромные сети простираются через океан.
проглатывая все на своем пути. Эти траулеры-фабрики вместе с нашими все возрастающими аппетитами на морепродукты опустошают океаны от морской фауны с угрожающей скоростью. Сегодня 13 из 17 основных зон мирового рыболовства исчерпаны или серьезно истощены. Эксплуатация же 4 остальных ограничивается лишь возможностями рыболовецких флотилий. Недавняя вспышка пфистерии, микроорганизма в 1000 раз более смертоносного, чем цианид, была порождена миллионами галлонов неочищенных свиных фекалий и мочи, которые вылили в реки, озера и океаны, превращая их экосистемы в немытые туалеты, что доказывает тревожность ситуации. Несущая угрозу как морской жизни, так и людям, пфистерия убила более миллиарда рыб. Эта трагедия была наибольшим мором рыбы на юго-востоке США, и она не остановилась. Следы пфистерии уже обнаружены на просторах от Лонг-Айленда до залива Флориды, которые разделены расстоянием более 1000 миль. Фактически, водное вторжение пфистерии является одной из самых ужасных вспышек ядовитого микроорганизма в американской истории. Это 3-й уровень биологической опасности. Эбола – 4-й уровень. СПИД – 2-й. И этот постоянно мутирующий вирус является прямым следствием нашего массового употребления мяса животных, особенно свинины. На фермы, где откармливают миллионы свиней на убой, на входе поступает зерно, а на выходе получаются отходы. Эти отходы находят свой путь в наши океаны и систему водоснабжения, заражая животных, которые там обитают, а также тех, кто ими питается. Наконец, охота на китов. Хотя специальная международная комиссия запретила коммерческую охоту на китов в 1985 году, во многих странах китов продолжают убивать из-за их так называемого экзотического мяса. Китоловы используют гарпуны, огнестрельное оружие, тупые крючки и даже взрывчатку. А еще китов заводят в специальные бухты, где их прижимают к берегу, чтобы на отмеле убить ножами. Каждую зиму, с октября до марта, рыболовы вылавливают и жестоко убивают тысячи дельфинов в маленьких городах по всей Японии. Зондирующие устройства под поверхностью воды воздействуют на гидролокатор дельфинов. Дезориентированные и попавшие в сети, дельфины быстро начинают паниковать. Рыбаку очень просто ранить нескольких плененных дельфинов ударом копья или ножа, ведь дельфины никогда не покидают раненых членов своей семьи. Матери и младенцы кричат от невыносимых страданий, разлучаемые друг с другом. Их поднимают и тянут из воды, чтобы вскоре беспощадно изрубить до смерти. Дельфины – нежные и невинные существа. И они заслуживают лучшего.
И вот они лежат здесь, израненные и беспомощные. Их тела вперемешку сваленные на полу, вскрытые с помощью мачете, оставлены, чтобы медленно задыхаться. Они бьются и извиваются в мучительной агонии, в то время, когда школьники проходят мимо. Такие картины бойни и красной от крови воды ясно свидетельствуют, что у японского правительства мало уважения к состоянию Мирового океана, ведь оно разрешает использовать столь негуманные методы рыболовства, часто с нарушением международных договоров, законов и соглашений, разработанных, чтобы предотвратить чрезмерную эксплуатацию океанов и существ, которые в них обитают. Мясо дельфина позже будет продано на рынках и в ресторанах, часто неправильно маркируемое под мясо кита. Но будто бы недостаточно жестокости по отношению к животным, которых мы добываем для поедания. Мы также нашли способы использовать их для изготовления нашей одежды. Куртки, ботинки, пояса, перчатки, штаны, бумажники, кошельки и так далее. Возникает очевидный вопрос: откуда берется наша одежда? Спрос на кожу возникает прежде всего в Соединенных Штатах, Германии и Великобритании. Почти все ее носят, лишь немного задумываясь или совсем не думая о том, откуда взялась такая одежда. Каждую неделю тысячи коров в Индии убивают ради их кожи. Таких коров покупают в бедных семьях сельской местности. Людей убеждают, что корову поместят на ферму, где она гарантированно доживет отведенные ей дни. Чтобы переместить животных в штат, где они могут быть законно убиты, потому что бойня коров запрещена в большинстве штатов Индии, животных подковывают и связывают вместе, чтобы подготовить их к мучительному маршу смерти, который может продлиться несколько дней. Вынуждены идти по жаре, в пыли, без пищи и воды, переживая чрезмерное напряжение от этого ужасающего испытания. Многие животные падают в изнеможении, не имея сил продолжать путь. Имейте в виду, что большинство животных, помещенных в грузовик впервые в своей жизни, конечно, будут напуганы. Особенно если люди загружали их торопливо и грубо. Сами шумы движения грузовика тоже являются для них губительным испытанием, ведущим к болезни. После 1 или 2 дней, проведенных в грузовике без пищи и воды, они отчаянно хотят пить и есть. Тем более, что для таких коров естественно часто есть в течение дня. А когда коровы устают и вконец ослабевают, им ломают кости в хвостах, чтобы поднять их на ноги. Это осуществляется многократными сдавливаниями хвоста с разных сторон. Погонщики должны поддерживать постоянное движение животных. Они тянут их веревками, продетыми сквозь нос, тянут их, скручивая шею, рога или хвост. Они ведут, или скорее стаскивают рогатый скот из грузовиков по земляным насыпям, так же, как и затаскивают скот в грузовики без помостов, причиняя им такие увечья, как сломанные тазы, ноги, ребра и рога. Перец, чили и табак применяются, чтобы заставить изможденных животных двигаться. Перец стирают прямо им в глаза, чтобы коровы снова поднялись на ноги.
И все это происходит перед бойней. Почти половина животных погибнет к тому времени, когда их доставят до скотобойни. Но не задумываясь о том ужасе, который испытывает скот, наблюдая все это со стороны, животных зачастую убивают на виду друг у друга. И вместо стандартного быстрого разреза горла острым ножом, их обычно убивают перерубанием или распиливанием с помощью тупого лезвия. Далее кожу этих животных отправляют на кожевенные заводы, которые используют смертельно опасные вещества, такие как хром и другие токсины, чтобы предотвратить гниение. Помните, кожа — это мертвая плоть. Это мертвая кожа, для которой естественно разлагаться и гнить, если не использовать мощные вещества вроде этих. Что до того влияния на людей, которое оказывают химикаты, применяемые на кожевенных заводах с целью удовлетворить неспадающий спрос на кожаные изделия, то это тема для совершенно отдельного разговора. В конечном итоге, кожа, полученная от убийства индийского рогатого скота, доходит до магазинов одежды по всему миру. Большинство крупных сетей магазинов продают индийскую кожу. Кожа, которая получена совсем не от тех коров, которых мы едим. А как обстоят дела в отношении меха? Более 100 миллионов диких животных убивают каждый год ради их шкур. 25 миллионов из них погибает только в Соединенных Штатах. Такие животные, пойманные на охоте или с помощью силков, содержатся на фермах по производству меха в условиях, подобных этим. Естественно, эти неодомашненные дикие животные не приучены к тому, чтобы содержаться в клетке. И возникает безумие, когда напуганные и подавленные животные сходят с ума от напряжения заключения. По своей сути, дикие, свободолюбивые животные и их потомство оказываются в условиях, в которых они не могут жить свойственной им жизнью. Они никогда не смогут сделать даже несколько шагов в естественных для себя условиях. Вместо этого они вынуждены рыть когтями, кружить и бесконечно расхаживать по клетке. Физические травмы, которые этим животным наносятся на зверофермах, включают переломы и вывихи суставов, слепоту, ушные инфекции, обезвоживание и недоедание, обморожение, отсутствие ветеринарного ухода и медленную смерть. Действующие юридические законы не осуждают убийство животных на зверофермах, поэтому самые дешевые методы являются здесь наиболее востребованными. Отравление угарным газом, применение стрихнина, удушение, перелом шеи и убийство электротоком через анальное отверстие – это наиболее часто используемые методы. Животное достают из клетки, и в утяжеленном ошейнике проводят мимо рядов тел убитых лис, соболей, енотов и волков. Смерть от электрического тока через анус – грубый процесс, который требует введения зонда в прямую кишку, в то время как животное закусывает металлический проводник. Часто эту жуткую процедуру приходится повторять неоднократно, чтобы наконец убить животное.
И ободранные тела, которые можно увидеть здесь, позже будут размолоты и скормлены животным, которые все еще живут в клетках. How much is this run? This is 49,500. А теперь перейдем к развлечениям. Марк Твен однажды сказал: «Из всех существ, когда-либо созданных, он, человек, самый отвратительный. Он — единственное существо, способное причинять боль другим живым существам для собственного увеселения, понимая, что он ее причиняет». В родео быки и мустанги брыкаются и встают на дыбы не потому, что они дикие, а потому, что они испытывают боль. Пояс, называемый боковым ремнем, или ремнем для поднятия на дыбы, обхватывает тело животного в области гениталий. Как только животное выпускается, резкого рывка за пояс достаточно, чтобы заставить его встать на дыбы от боли. Помимо других травм, которые наносятся животным в родео, например, таких как сломанные ноги, их еще целенаправленно избивают, дразнят, используют электрошок и другие виды пыток. И все это, чтобы заставить животных носиться как безумных. Ловля арканом или лассо, как видно здесь, заключается в набрасывании веревки на шею напуганного, бегущего на полной скорости животного, после чего бедное создание рывком опрокидывают на землю. Как и всякий другой бизнес, собачьи бега и лошадиные скачки – предприятия, порожденные единой целью – наживой. На ярмарках по всей стране животных используют для состязаний, с организацией ставок и проведением шоу. Тренировка для подобных мероприятий проводится с ограничением животного в пище и иногда в воде. Эти животные, оказавшись в незнакомой среде, окруженные шумом и толпой,
иногда даже не понимающие, чего от них хотят, слишком часто подвергаются травмам в бессмысленных, ничтожных и нелепых состязаниях, предназначенных для получения выгоды и развлечения. Помимо угрозы исчезновения самой среды обитания, охота в наши дни превращается в главную опасность для диких животных. Охотники убивают более 200 миллионов животных каждый год. Олени, кролики и белки стоят первыми в списке желанных мишеней. Никто не сможет отрицать, что если охота и является спортом, то спорт этот кровавый. Мишени в нем живые. И их ожидает лишь насильственная смерть. Ловля рыбы – это тоже смертельное развлечение, причиняющее страдания нечеловеческим существам. Исследователи определили, что у рыб реакция на боль такая же, как у млекопитающих. Анатомически, физиологически и биологически нервная система у рыб работает практически так же, как у птиц и млекопитающих. Иными словами, рыбы – чувствительные организмы. И, конечно, они ощущают боль. Тем, кто думает, что рыбы умирают легкой смертью, стоит понять, что их сенсорные органы высоко развиты. Их нервная система сложна. Нервные клетки во многом подобны нашим собственным. Их реакции на определенные раздражители незамедлительны и энергичны. Идя в цирк, мы редко задумываемся хоть на мгновение. Что же подталкивает животное делать нечто неестественное и даже опасное, как, например, прыжок через огонь, балансирование на одной ноге или ныряние в воду с шаткого помоста, расположенного высоко в воздухе? Дрессировщики хотели бы убедить публику, что животные согласны вести себя так за обещанную награду. Но правда заключается в том, что эти животные выступают, потому что боятся наказания. По сути, цирки обрекают животных, диких по своей природе, на то, чтобы они доживали свои дни в изолированных, крошечных и пустых клетках, без возможности нормального существования и общения с сородичами. В бесконечных переездах с одного места на другое. Такие животные проводят 95% своей жизни закованными в цепи. Elephants are taught to perform with positive reinforcement and never hit. Never hit. Never, never, never will you see anyone use the Ankus as anything other than a guide or a tool. No! 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 No, 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 no! В реальности превосходство, унижение и боль – неотъемлемые части учебного процесса.
say rip his fucking, you know how I am about touching him, right? So if I say rip his head off, rip his fucking foot off, what does that mean? It's very important to do it, right? You know, when he starts squirting too fucking much, both fucking hands, boom, right under that chin, sit, and you better back up. Then when he fucks around too much, don't grab that leg. You fucking sink that hook and give everything you got. When it's in there, go. When you hear that screaming, then you know you've got their attention. Right here in the morning. You do it on the road. She's gonna fucking do what I want. That's just fucking way it is. All right. Becky! Becky! Come here, Becky. Move up, Becky. Move up, Becky. All right, Tubbs. Tubbs. Daddy, come here, Tracy. Tubbs. Hey, get moving. Hey, Becky, go on, move up. Hey, I'm alive. I'm not a dead man. Move up. Come in line. Come in line, Becky. Yeah, come here. Yeah, come on. Come here, Tommy. Why do they have to go through that? Because you motherfuckers don't want to listen. Back up. You got a pussy ass fucking attitude. It's just the way they got it. Everyone. Мы знаем, что животные способны чувствовать. Они чувствуют страх, одиночество и боль точно так же, как люди. Какое животное хотело бы провести всю жизнь в неволе, будь у него выбор? Зоопарки. Действительно ли зоопарки – это учреждения, занимающиеся образовательной деятельностью и охраной исчезающих видов? Несомненно, зоопарки интересны с обучающей точки зрения. Они учат не обращать внимания на врожденные потребности других живых существ. Кроме того, что мы можем узнать о диких животных, рассматривая их в заключении? Существование зоопарков поддерживается нашей страстью к экзотическим вещам. Посетители зоопарка воспринимают их обитателей именно так, как вещи. В обоих случаях, для цирков или зоопарков,
Дикие и экзотические животные ловятся, сажаются в клетку, перевозятся с места на место и дрессируются делать то, чего хотят от них люди. Мягко говоря, термин «бой быков» употребляется неверно. Поскольку какой может быть бой между мечом ловкого матадора, что по-испански означает «убийца», и быком, находящимся в замешательстве, искалеченным, психологически подавленным и ослабленным физически. Многие известные в прошлом тореадоры рассказывают, что быков преднамеренно истощают успокоительными и слабительными, бьют по почкам и подвешивают тяжелый груз к шее за многие недели перед боем. Некоторых животных запирают в темноте на 48 часов перед битвой. А когда их выпускают, они ослеплены яркой солнечной ареной. В обычном шоу бык выходит в сопровождении мужчин, которые изнуряют и морально изматывают его, с помощью хитрости заставляя бегать кругами и бросаться в атаки, обреченные на неудачу. Когда бык устает и с трудом может перевести дыхание, к нему приближаются пикадоры, которые вонзают пики ему в спину и шею. Удары пик производятся с проворачиванием и вырыванием кусков плоти, чтобы вызвать существенную потерю крови и уменьшить способность быка резко поднимать голову. После этого появляются бандерильера, которые отвлекают и дразнят быка, в то время как в него вонзают все больше копий. Быка, ослабленного от потери крови, они продолжают гонять по кругу, пока у него не закружится голова и он не прекратит преследование. Наконец появляется матадор, этот убийца. И после того, как он провоцирует умирающее животное на несколько вымученных попыток мести, он старается убить быка своим мечом. И этот кровавый вид развлечения люди назвали боем быков. Удовольствие, полученное от всех этих действий, как кто-то мог бы сказать, от единения с природой, может быть достигнуто без причинения травм или убийства животных. Коммерческая эксплуатация дикой природы ошибочно основывается на мысли, что единственная ценность диких животных находится в их способности удовлетворять человеческие желания, в особенности экономические. Но дикие животные не могут быть всего лишь возобновляемым ресурсом, предназначенным только для человеческих интересов. Такое восприятие может быть лишь у людей, безжалостно относящихся к представителям животного царства. Тем не менее, некоторые руководствуются этой точкой зрения исключительно потому, что не принимают в расчет интересы других животных. Оценивая человечество с учетом приведенных аргументов, как не назвать его самым бессердечным из всех существующих видов на Земле? Термин «вивисекция» применяется, когда речь заходит о разных видах экспериментов на живых животных, и, что стоит отметить, является одной из форм медицинской науки. Цель проведения экспериментов такого рода в том, чтобы якобы обнаружить действенные формы лечения человеческих болезней и недугов. Но те, кто надеется найти средства от человеческих бед, причиняя преднамеренные страдания животным, совершают две существенные ошибки. Первое – это предположение, что результаты экспериментов, проведенных на животных, одинаково применимы также и к людям. Вторая касается неизменного отсутствия уважения со стороны экспериментальной науки к сфере органической жизни. Так как животные реагируют иначе, чем люди, приходится каждый новый продукт или метод, испытанный на животных, снова проверять на человеке, начиная с осторожных клинических тестов до тех пор, пока их нельзя считать безопасными. Это правило не имеет исключений. Испытания на животных опасны не только потому, что они приводят к неправильным выводам, но кроме того, они задерживают клиническое исследование, которое является единственным достоверным методом. Запомните тот факт, что любая болезнь, будучи вызвана преднамеренно, не похожа на болезнь, которая возникает спонтанно. К сожалению,
Подобные методы все еще применяются сегодня под знаменами науки, тогда как их использование приносит один лишь вред истинной науке, равно как и человеческому интеллекту. И все же, на сегодняшний день вивисекция относится к отрасли медицинских экспериментов, которые проводятся с применением вредных веществ. Электрических или травмирующих шоковых ударов. Операций, проводимых без анестезии. Ожогов кожных покровов. Продолжительного лишения животных пищи и воды. Физических и психологических пыток, которые приводят к расстройствам психики, инфекциям и так далее. Для исследования черепно-мозговых травм используют частично или полностью сознательных павианов, связанных специальными фиксирующими приспособлениями. Их головы заковывают в металлический шлем, по которому будет нанесен удар под углом 60 градусов с силой до 1000 гаусс. Цель этого эксперимента – моделирование травм после автомобильных аварий, травм в американском футболе, в боксе, а также других ситуаций, результатом которых может стать травма головы. Зачастую этот процесс повторяется снова и снова на одних и тех же животных. И, наконец, военные исследования. Название говорит само за себя. От отправки обезьян в открытый космос и испытания атомных взрывов на беспомощных собаках до исследования воздействия ядерной радиации на приматах. 20 лет назад количество животных, погибших от мучений в процессе опытов по вивисекции, было астрономическим. Цифры доходили до 400 тысяч в день по всему миру и росли со скоростью 5% в год. Сегодня это число почти вышло за рамки понимания. 19 тысяч в минуту или 10 миллиардов в год. Некоторые невежественные люди говорят в свое оправдание, что менее разумные животные не чувствуют боли так, как люди. По правде говоря, мы очень немного знаем о том, как именно животные могут чувствовать. Но одно несомненно, они подчинены универсальному для всех закону, который гласит, что каждое существо, умирающее насильственной смертью, должно жестоко страдать перед тем, как покинуть этот мир. Но это вздор говорить, что животные не страдают, потому что имеют менее развитый ум. Боль есть боль. Это импульсы, передаваемые в мозг нервными окончаниями. Есть и другие нервные рецепторы, помимо связанных с умственной деятельностью. Это рецепторы, связанные со зрительным восприятием, запахом, тактильными ощущениями и слухом. У некоторых животных эти нервные рецепторы развиты намного сильнее, чем у человека.
Мы знаем, что за всю историю не было эпохи, в которую мы изучили бы что-то о физиологии человека, подвергая животных многочисленным страданиям. Мы лишь узнавали что-то новое о животных. Если есть нечто, чему мы способны научиться от них на психологическом уровне, то уж никак не с помощью стали или электричества, и еще менее всего путем физического насилия. Систематические истязания существ, способных страдать, каков бы ни был повод и какова бы ни была форма, не могут добавить ничего к тому, что уже имеется. Они лишь показывают нам, насколько глубоко может упасть человек в своей деградации. Это ли мы хотим узнать? Невежество – первый способ самооправдания людей, привыкших жестоко относиться к животным. И все же невежество легко преодолеть тому, у кого есть время и желание узнать правду. Незнание господствовало так долго лишь потому, что люди не хотят знать истину. Не говорите мне, вы испортите мой обед. Обычный ответ на любую попытку рассказать о том, как этот обед был произведен. Даже люди, которые немного обеспокоены тем, что традиционная семейная ферма была захвачена интересами крупных корпораций, что их одежда сделана из убитой коровы, что их развлечения приводят к страданиям и смерти бесчисленных животных, и что некоторые сомнительные эксперименты продолжаются в лабораториях, все еще цепляются за смутную веру в то, что реальное положение дел не так уж трагично, а иначе правительство или общество по защите животных сделали бы что-нибудь по этому поводу. Но дело не столько в неспособности выяснить, что происходит на самом деле, сколько в нежелании знать о фактах, которые могут лечь тяжким грузом на совесть, ответственную за своевременную осведомленность. В конце концов, ведь жертвы того, что происходит во всех этих ужасных местах, не являются нам близкими сородичами. Все эти недостатки нашего сознания приводят к боли и страданию других существ. Ни ум, ни сила, ни социальный класс или гражданское право. Боли и страдания ужасны сами по себе и должны быть предотвращены или минимизированы, независимо от расы, пола или вида существа, которое страдает. Мы все животные этой планеты. Мы все создания. И животные с нечеловекоподобным строением тела испытывают физические ощущения точно так же, как и мы. Они тоже сильны, способны мыслить, трудиться, передвигаться в пространстве и эволюционировать. Они также способны приспосабливаться и развиваться. Как и мы, в первую очередь и прежде всего, они тоже земляне. Как и мы, они выживают. Как и мы, они стремятся к удобствам и избегают неудобств. Как и мы, они выражают широкий спектр чувств. Другими словами, как и мы, они живые. Большинство из них, к тому же, являются позвоночными, как и мы. Если оглянуться назад и посмотреть, насколько существенное значение все время имели животные для выживания человека, станет явной наша абсолютная зависимость от них для общения, питания, производства одежды, спорта и развлечений, а также медицинских и научных исследований. Как иронично, но мы увидим лишь исключительную непочтительность человека к его кормильцам в животном мире. Без сомнения, так оно и есть. Мы кусаем руку, которая нас кормит. Действительно, мы фактически сами раздавили их и при этом наплевали на их могилы.
А теперь пожинаем неизбежные последствия. Это видно из отчетов о состоянии здоровья тех, кто увлекается чрезмерным употреблением животной пищи. Рак, сердечные болезни, разрежение костной ткани, инсульты, почечные камни, анемия, диабет и другие болезни. Теперь наша пища, которая произведена промышленным способом, тоже является источником заболеваний. Еда в магазинах в настоящее время насыщена антибиотиками, которые используются для увеличения веса животных, не способных набрать вес в напряженных и неестественных условиях жизни на переполненных фермах, а также большим количеством пестицидов и инсектицидов или искусственными гормонами, разработанными, чтобы увеличить надой молока, а также размер и частоту приплода, искусственными красителями, гербицидами, ларвицидами, синтетическими удобрениями, транквилизаторами, стимуляторами роста и аппетита. В связи с этим неудивительно, что у животных развиваются коровье бешенство, болезни ног и ротовой полости, фистерия и масса других отклонений, уже ставших бичом человеческого общества. Природа не несет ответственности за наши действия. Только мы. В итоге, нам не избежать изменения своего мировоззрения. Мы можем сделать это по собственной воле, или же нас вынудит сделать это природа. Для каждого из нас настало время пересмотреть свои предпочтения в еде, свои привычки, свой образ жизни и вещи, которые мы называем модными, но прежде всего, способ мышления. Если есть правда в старой поговорке «все возвращается к нам, словно бумеранг», тогда что мы получим за их боль? Задумываемся ли мы об этом хотя бы на секунду? Если все возвращается, словно бумеранг, то что вернется нам за их страдания? Они — земляне. Они имеют такое же право жить в этом мире, как и люди. Возможно, ответ содержится в другом старом высказывании, которое также истинно. Что посеешь, то и пожнешь. Итак, очевидно, что животные способны чувствовать, и, конечно, они испытывают боль. В конце концов, если природа наградила этих прекрасных живых созданий высокоразвитыми органами чувств, как может быть, чтобы они не умели чувствовать? Если у животных есть нервные волокна, как они могут быть нечувствительными? Истинная причина нашего отношения к ним сокрыта в другом. Один факт является абсолютно бесспорным. Все животные, которых человек использует для получения продуктов питания, одежды, для развлечений и научных экспериментов, и сознательно истязающиеся всевозможными способами, все они умирают в муках. Все и каждый. Может, пора опомниться и перестать обрекать животных по всему миру на жизнь в постоянном бегстве от натиска человеческого прогресса и экспансии. Ведь многим видам уже просто некуда идти. Нам уже кажется, что судьба большинства животных — быть слишком нужными или слишком ненужными человеку. Мы выступаем как господствующий класс на Земле, верша странную власть, основанную на смеси террора и милосердия. Но люди должны любить животных так же, как проницательный любит простодушного, а сильный любит неспособного себя защитить. Когда мы вздрагиваем от страданий животных, это чувство возникает в нас, даже если мы предпочитаем игнорировать его. И те, кто не сводит любовь к близким нам существам на уровень простой сентиментальности, упускают хорошую, важную возможность для проявления самой сути своей человечности. Человек ничего не потеряет, если будет добрым по отношению к животным. Ведь это в наших силах дать им право на счастливую и длинную жизнь. На пустоши король Лир спросил Глостера:
Как вы видите мир? И Глостер, который был слепым, ответил: «Я вижу его чувствами. Я вижу его чувствами». 3 первозданные жизненные силы существуют на этой планете. Природа, животные и человечество. Мы все земляне. Осознайте связь.
Многих других животных, например, коз и овец, также убивают. Конечно, некоторые говорят, что безнаказанность скотобоин – следствие законодательных постановлений. Но безнаказанность всегда была и всегда будет чревата отсроченным наказанием. Безнаказанность скотобоин не остановится, пока не прекратится бизнес скотобоин. Корпорации, наживающие состояние на убийстве хрюшек, цыплят и других животных, никогда не откроют двери для доводов рассудка. Поэтому стены скотобоин должны быть разобраны, вплоть до последнего кирпича. И необходимость этого должен осознать каждый человек на планете. Единственный способ остановить предложение мяса – устранить спрос на него. А единственный способ устранить спрос на мясо – прекратить его есть. Нравственные поступки приводят к нравственным результатам. Все действительно так просто. И неудачи некоторых людей устранить несправедливость не оправдывают их неспособности сделать это. Когда дело касается несправедливого обращения с животными, которых люди используют для производства еды, то каждый человек в силах придерживаться морального принципа «не есть мясо». Что и делают многие люди. Никто не сможет назвать точное число, но предположительно более половины мирового населения, включая миллионы жителей США, Канады и Англии, являются вегетарианцами. Как бы велико ни было это число, оно станет еще больше благодаря присоединившимся людям, которые ближе познакомятся с тем, что творится на скотобойнях. Пистолеты с болтом используются для всех животных. Из-за растущего спроса на мясо скотобойни вынуждены убивать несколько сотен голов в час. И пистолеты с болтом, как предписано, должны использоваться для каждого животного. Представьте на минуту, что пистолет используют 300 раз в час. Каждый час, день за днем, неделя за неделей. Может ли какое-нибудь оружие нормально работать в таком режиме? Установленные правила требуют, чтобы каждую ночь производилась чистка, замена патронов и полное обслуживание пистолетов. Плохое обслуживание является причиной небрежного оглушения. Иными словами, пистолеты с болтом часто лишь усугубляют мучения животных. Возможно, люди надеются, что мясо, которое они покупают, добыто от животного, которое умерло без боли. Но на самом деле они ничего не хотят об этом знать. Однако, так или иначе, те, кто своими покупками способствуют, чтобы животных убивали, не имеют права отгораживаться от того или иного аспекта производства мяса, которое они покупают. Так откуда же берется наша еда? В конечном счете, дойные коровы, например, как эта, погибают от истощения. На этой скотобойне заклейменный и с удаленными рогами скот помещен в стойло. Специальный пистолет с болтом, созданный, чтобы вводить животных в бессознательное состояние без причинения боли.
Запускает стальной болт, приводимый в действие сжатым воздухом или холостым патроном, прямо в мозг животного. С этической точки зрения, неправильно оправдывать свои пищевые привычки невежественной отговоркой. Мне безразлично то, что меня не касается. Теперь уже нельзя. Благодаря съемкам скрытой камерой, видовая дискриминация, практикуемая на скотобойнях, кожевнях, в исследовательских лабораториях и на развлекательных аренах по всему миру, больше не может продолжаться. Это должны увидеть все. Но скотобойни — лишь финишная полоса для животных, выращиваемых для еды. Общественные представления об идеальных семейных фермах популяризированы благодаря картинам с коровами, пасущимися на лугах, курами, свободно разгуливающими на лужайке, и свиньями, счастливо копошащимися в лужах. Эти картины сельской жизни уже не отражают современную реальность. А реальность эта проста. От рождения до смерти жизнь этих животных, выращиваемых для потребностей человека, характеризуется страданиями, лишениями, страхом и стрессом. Эти животные лишаются всех основных потребностей. Недостаток места, невозможность свободно передвигаться, отсутствие общения с сородичами, недостаток свежего воздуха и солнечного света мучительны сами по себе. Кому-то может показаться немыслимым, но подавляющее большинство этих животных растет в непрерывном стрессе, в крайне тесных условиях. Они живут и дышат
с единственной целью коммерческой эксплуатации. И в огромных масштабах производится на автоматизированных фабриках. Значение этих животных сведено лишь к весу их плоти и цене на мясо. Нет никаких лужаек, никаких пастбищ и никаких луж. Все это существует лишь в нашем воображении. Но это еще не все. Реальность еще хуже. Торопливая загрузка в грузовики, небрежная перевозка в фасовочных клетках, под ветром и дождем, снегом и палящими лучами, беспорядочная разгрузка, применение электрических игл, ужасные картины скотобойни. Но и это еще не все. Все еще хуже, чем показано в этом фильме. Хорошо, даже если мы его только посмотрим. Но посмотреть мы обязаны. Больше никаких оправданий я не знал. Независимо от того, покупаем ли мы мясо на развес с грузовиков или выбираем части тела вырезки, расфасованные в виде полуфабрикатов. Больше никаких оправданий я не знал. Этот фильм показывает правду и противопоставляет ее невежеству. Настало время принять ответственность и бороться за перемены. Но начинать надо с себя. Но будто бы недостаточно жестокости по отношению к животным, которых мы добываем для поедания. Мы также нашли способы использовать их для изготовления нашей одежды. Куртки, ботинки, пояса, перчатки, штаны, бумажники, кошельки и так далее. Возникает очевидный вопрос. Откуда берется наша одежда? How much does this run? This is 49,500. Из-за условий содержания, физических и психологических мук, страха, стресса и напряжения от происходящего, а также частого пренебрежения потребностей животных в пище и воде, соседи по клетке нередко поедают друг друга. Тесные условия содержания – еще один фактор, к тому же вызывающий кожные раздражения и инфекции. Разве справедливо, что если рыба не кричит и не плачет, так что человек может это услышать,
Порядочные люди полагают, что рыбалка – это приятный способ расслабиться, вечером сидя на берегу и забрасывая крючок, пока пойманная рыба медленно умирает за их спиной в безмолвии. Кормим ли мы птиц в саду или посещаем зоопарки время от времени? Наши основные отношения с животными сводятся к содержанию домашних питомцев. Бои собак и бои петухов – еще одна жестокая форма азартных игр, когда животные бьются до смерти, пока зрители смотрят на происходящее. Питбули – чрезвычайно чувствительные и любящие собаки, неверно воспринимаемые обществом как злые и агрессивные, стали статусным символом и наиболее предпочтительной породой для подпольных боев. По этой причине, а также из-за недопонимания их чувствительности, питбули по природе своей совершенно не агрессивные, а в настоящее время усыпляются в приютах чаще, чем любые другие собаки. Растущее число медицинских и косметических продуктов приводит к мучительной смерти миллионов животных. Здесь кроликов держат в неподвижности неделями, проводя опыты на сетчатке глаза и кожи. Некоторые невежественные люди говорят в свое оправдание, что менее разумные животные не чувствуют боли так, как люди. По правде говоря, мы очень немного знаем о том, как именно животные могут чувствовать. Животные испытывают муки и страдания, когда их лишают естественных привычек или обычных условий жизни, а они напуганы тем, что видят в лабораториях, и той жестокостью, которой подвергаются. Их умственное состояние и органические реакции меняются настолько сильно, что любой полученный результат имеет низкую ценность. Впоследствии
лабораторные животные превращаются в монстров. И в этом вина экспериментаторов. Физически и умственно они мало похожи на нормальных животных, и тем более на человека. Как иронично, но не существует ни одного сколько-нибудь важного терапевтического открытия, бесспорно свидетельствующего о пользе вивисекции для человечества. Тем же временем, книги переполнены случаями, когда эксперименты на животных приводили к катастрофическим выводам для людей. Кроме того, вводя в заблуждение о ненужности клинических тестов. Джон Стюарт Милл писал: «Часто бывает так, что всеобщее убеждение одного поколения, вера, от которой никто не был свободен или не мог освободиться без выдающейся гениальности или храбрости, для последующего поколения становилась настолько абсурдной, что трудно было даже представить, как подобная идея вообще могла когда-то существовать». Тем, кто полагает, что есть морепродукты полезнее, чем наземных животных, стоит подумать о том, сколько ужасных отходов и зараженных осадков свалено в наши океаны. В прошлом нефтяная, ядерная и химическая отрасли промышленности сделали крайне мало для защиты морской среды, и сваливать загрязнение на или под морское дно всегда считалось подходящим способом, чтобы избавляться от причиняющих беспокойство отходов. Удивительно, но жестокая эксплуатация животных обходится нам дороже, нежели любящие отношения к ним. Но независимо от нашего нравственного отношения к нечеловекоподобным существам, по крайней мере, мы должны согласиться с тем, что если мы не думаем о своем здоровье, мы ни о чем не думаем.